بسم الله الرحمن الرحيم. Это в действительности так, о братья. Ты видишь, как некоторые из людей знают дату рождения своего шейха, что он ест, что пьет, знают все качества его характера, как он садится, сколько у него жен, сколько детей и так далее. Они знают все детали о шейхе своего тариката, рассказывают о нем разные небылицы, веря в это искренне, либо притворяясь. Они интересуются любыми подробностями из его жизни, но с другой стороны, ничего не знают о пророке, саллаллаху алейхи вассалям, ни о его сунне, ни о его пути. И если спросить такого человека, читал ли он что-нибудь о пути посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, например, книгу Аш-Шамаиль или книгу Задуль-Маат, он скажет нет. Однако ты можешь видеть, как он читает каждый клочок бумаги, на котором написано о его шейхе, о шейхе его тариката или секты. Буквально каждый клочок бумаги. Эти люди возвеличивают шейха своего тариката или главаря своей секты намного больше, чем они возвеличивают посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Поэтому нам следует читать о жизни пророка, саллаллаху алейхи вассалям, изучать его сунну и любые подробности его жизни, да пребудет над ним благословение моего Господа и его приветствие. Потому что из признаков любви и следования за посланником Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, это то, что ты как минимум читаешь книги о его жизнеописании. Я не говорю тебе читать все, что написано по этой теме, однако хотя бы книги о жизнеописании, начиная с того, что написано Мухаммадом Шихаб аз-Зухри, Мухаммадом ибн Исхаком, ибн Хишамом, Мусой ибн Угба, затем Ар-Рафт аль-Унуф, автора Сухайли, а после этого уже Задуль-Маат ибн Аль-Каима. Это тот минимум, который тебе следует прочесть. В нашем распоряжении есть сотни книг, написанных по жизнеописанию пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Но ты читай хотя бы эти книги, которые написаны в первые столетия, дабы ты мог понять сущность послания пророка, саллаллаху алейхи вассалям, познать его качество и его путь со всех сторон его жизни, чтобы ты мог подражать ему. Одной из величайших среди этих книг является Задуль-Маат. Также одной из величайших книг современности по выявлению правильной сунны является книга Ас-Сунна Ас-Сахиха автора Аль-Умари, а затем книга Машаа ва Малям Язбут. Это поможет тебе правдивым образом познать жизнеописание пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Однако оставить все это и интересоваться лишь делами своего шейха или выдающимися людьми своей секты, футболистами, актерами и актрисами, знать все подробности из их жизни, более того, считать их примерами для подражания, говорить «он звезда» — это недопустимо. Знай, эта звезда не светит. Поистине, это мрачная звезда. Все это беда. Сегодня наша молодежь считает этих людей звездами. Они хотят следовать и подражать им. Посмотрите же на молодежь, которая уподобляется им даже в одежде и в прическах. Когда ты спрашиваешь их, что ты делаешь, они отвечают, это как у того-то игрока, это как у того-то актера или как у того-то певца. Аллаху Акбар. А где же посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, к которому ты себя относишь, и без заступничества которого ты не войдешь в рай? Какое место он занимает в твоей жизни? Субханаллах, ну уж нет.